Акурорт сезон алагари июньский вёхшуксараз Гагра район асоциал-экономикатә ҿиара аихшьаала изызкыз аусуҩтәи еилацәажәара мҩаԥысит Гагра. Уи алахәын Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба, Атәылахада аиусбарҭа анапхгаҩы Беслан Барцыц, аминистрцәа. Араион асоциал-экономикатә ҿиара иҳаҩсыз ашықәсазтәи аихшьаала ҟаиҵеит Гагра араион администрациа ахада Заур Бганба. Социально-экономическое развитие района за 2015 год характеризуется положительной динамикой по основным направлениям ее развития. За 2015 год совокупный объем производства как результат деятельности всех субъектов экономики вырос на 13% по отношению к предыдущему году и составил 8,2 миллиарда рублей. Но эти темпы прироста позволили лишь выйти на уровень 2013 года. В абсолютном выражении прирост составил около 1 миллиарда рублей. Фактором роста явилось развитие отрасли: туризм 460 миллионов рублей, торговля 300 миллионов рублей и промышленность 130 миллионов рублей. По предприятиям торговли темпы роста обусловлены увеличением оптового товарооборота, темпы роста которого значительно превышает темпы роста розничного, что говорит о высокой доле перепродаж, в конечном счете влияющей на рост потребительских цен. Рост производства происходил на фоне значительного повышения эффективности производственного комплекса. Валовая продукция прибыль увеличилась за 160 миллионов рублей и составила 368,8 миллионов рублей, около 65% сформированной туриндустрии. Среднемесячная заработная плата по району выросла на 25% и составила 11,2 тысячи рублей. На ее рост также повлияло увеличение оплаты труда бюджетников. Консолидированные доходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 22%, то есть на 95 миллионов рублей. План по доходам, как консолидированного, так и местного бюджета, перевыполнены. В бюджет района поступило 347 миллионов рублей, без учета дотаций 56 миллионов. С учетом дотаций доходная часть составила 404 миллиона рублей. Расходы бюджета осуществляются в соответствии с утвержденным планом. Приоритетные направления финансирования – это социальные, из них из 385 миллионов рублей расходов 246 миллионов составляет социальные. Образование, здравоохранение, культура и спорт. 92 миллиона рублей, 24% на развитие и содержание районной инфраструктуры, инженерной, коммунальной, транспортной, курортной. По статьям затрат более 58% это расходы на оплату труда работников бюджетной сферы. Зарплата работников бюджетной сферы, которая была выплачена в полном объеме. Положительная динамика экономики района по итогам года во многом обусловлена развитием туристической отрасли. На долю предприятий туризма приходится 40% всей выручки, 65% валовой прибыли, 45% официально занятых, с учетом смежных с туризмом отраслей торговли, сферы услуг, транспорта, а также трендирующих на спрос отдыхающих и индивидуального предпринимательства вклад в экономику еще выше. Эта отрасль занимает определяющее место в бюджетообразовании. Предприятия обеспечены порядка 50% всех налогов, поступающих только от юридических лиц, зарегистрированных в районе. Это не считая природного сбора и спецналога. За отчетный период объем реализации услуг вырос на 467 миллионов рублей, 40% составил 1,6 миллионов рублей. Емкость учреждений садовно-курортных 11 678 мест выросла на 253 койко-мест за счет расширения конечного фонда ряд действующих пансионатов и введения в эксплуатацию новых объектов. На фоне удлинения продолжительности курортного сезона средняя сезонная загрузка объектов увеличилась до 25%. Количество обслуженных отдыхающих превысило 117 тысяч человек. Это на 20 тысяч человек больше предшествующего сезона. При этом влияние ценового фактора заметно менее. Среднестатистическая цена койко-дня за сезон составила 1470 рублей. Увеличение 15% или порядка 195 рублей. Кроме того, в районе действует 110 мини-гостиниц. Общей вместимостью 3,2 мест. Зафиксировано 11,7 мест по частным домам владельцев, представляющим услуги временного проживания. Экскурсионная деятельность, как составляющая курортных услуг, также характеризуется ростом и по количеству экскурсантов,
2015 год 134 тысячи человек, 2014 год 91 тысяч человек. Виден чистый прирост. И по стоимостному показателю 36,1 миллиона рублей. Приоритет развития туриндустрии негативно сказывается сезонным распределением районного валового продукта. Так, на первый квартал приходится 10-15% районного объема производства и, соответственно, бюджетных поступлений. Ситуацию ярко иллюстрирует динамика одной из бюджетообразующих налогов НДС. На период с июня по сентябрь приходится более 70% годовых сборов. В таких условиях крайне сложно финансировать мероприятия по подготовке к курортному сезону. Тем не менее, основные направления были профинансированы. Выделены средства по подготовке и зачистку пляжей после весенних штормов, благоустройство парка Оренбургской и набережных, санитарные очистки города на дополнительные расходы по содержанию транспорта общего пользования в связи с переходом на летний график работы. Вместе с тем остается ряд вопросов, над которыми еще предстоит работать нам вместе с вами, чтобы повысить эффективность курортного сезона, в том числе и для бюджета. Наполняемость бюджета могла быть и выше, если бы курорт функционировал круглогодично. Ввод в действие общекурортной больнолечебницы способствовал бы притоку отдыхающих в зимний период времени. К сожалению, этот объект не функционирует с 2011 года. Смета на капитальный ремонт готова и прошла экспертизу. Как нам известно, ремонт лечебницы включен в комплексный план социально-экономического развития Абхазии, но пока перспективы ее восстановления не определены. При подготовке проекта курортного сезона перед руководством района стоят повторяющиеся из года в год задачи. Борьба с несанкционированной торговлей, меры по санитарной очистке города, улучшение оборудования пляжей и мест отдыха, пожарной безопасности в горно-лесных массивах, по ограничению стихийной продажи продуктов для пляжей, контроля за транспортным обслуживанием, соблюдение общественного порядка, восстановление спасательных станций, упорядочение легализации деятельности частных мини-гостиниц и многому другому. Это основные задачи, которые необходимо решать нам с вами. Эффект от курортного сезона должен быть выше, увеличенный налоговые поступления в бюджет, чтобы возрос имидж города как курорта. Атханапсичен Куйчерд Колора Апснаша Захио Атвейхейт, Акурортской атуризме министр Автандил Гартския. Гагрский район несет самую большую туристическую нагрузку, так как здесь сосредоточены основные объекты размещения, близость к границе и курортная инфраструктура делает район более привлекательным. По большому счету сезон у нас начинается в это время, и, как и в прошлом году, кстати. Хотя многие гостиницы принимают гостей, уже более серьезные потоки туристов в апреле, в мае. И, конечно же, у нас работают туристические маршруты с января месяца, которые посещают Рицу и Новый Афон. По экскурсионным показателям на 20 июня в сравнении с прошлым годом мы идем почти на одном уровне, с небольшим отставанием, связанным с непогодой. Показатель отставания всего 1-2 дня. Новый Афон, пещера этот год 76 тысяч, это на 20 число показателей, а прошлый год показывает 78. Рица в этом году на 20 103, прошлый год 109. Ботанические обезьяньи питомники идут с опережением, там отношение 8 к 7. Общий оборот денег или объем платных услуг составляет 75 миллионов рублей против 77, но это только что касается экскурсий. А в гостиницах места уже забронированы до конца сезона и многие уже заполнены. Здесь главным фактором будет являться погода. Как видим, сезон будет не менее напряженным, чем прошлый год. Поэтому все свои усилия мы должны нацелить на этот промежуток времени до конца октября месяца. Ровно год назад здесь на совещании нам были высказаны предложения и пожелания. Мы их делаем, и это известно. Мы заложили в целевую программу развития туристско-информационный центр НАПСО, выпускаем печатную продукцию для туристов. Говорили мы здесь в прошлом году о новых маршрутах, уже работают. Это маршруты на Дурипш, Цибельда, Атап, Кварчал. И вы правы, новые маршруты – это новые рабочие места. Например, маршрут на Дурипш, Абхазское застолье обслуживает и получает зарплату порядка 50 человек. В день
могут принимать более 300 человек туристов, которые своими глазами могут увидеть весь наш традиционный быт, обычаи приготовления пищи, застолья в течение нескольких часов. Рауль Джункович, мы за год провели 5 рекламных туров с участием российских туроператоров. Один из них был в рамках сотрудничества с Республикой Татарстан. Кстати, совсем недавно они просили провести у нас пресс-тур с участием своих СМИ и журналистов. Так вот, во время рекламных туров в течение недели туроператоры своими глазами смотрят наши гостиницы, пляжи, экскурсионные маршруты, а после они присылают к нам своих клиентов, туристов. У всех одно на устах, все говорят об одном и том же. У вас очень хорошие гостиницы, у вас хорошие экскурсионные маршруты, но вот это «но» можно назвать одним словом – санитарное состояние. Мусор на пляжах, мусор на дороге, на экскурсионных объектах, грязные туалеты, отсутствие оборудованных пляжей, спасательных служб, технических зон для безопасности подхода гидроциклов. Постановление Кабинета министров от 19 апреля сего года – это план по мерам подготовки и проведению летних курортных сезонов, где отражены все основные мероприятия для каждого ведомства, которые они обязаны сделать, с указанием ответственных лиц, министров, глав администрации, руководителей туристических объектов. Лучшего документа для исполнения своих функциональных обязанностей мы не придумаем. Он существует уже несколько лет, в этом году доработан. Это аналог плана мероприятий, который существует во всех туристических странах мира. Но мы должны идти дальше и должны доказать себе, что мы можем изменить ситуацию к лучшему. Моя идея сформирована на примере реконструкции и модернизации. Без реконструкции в целом у нас не будет будущего. Реконструкция значит сделать лучше, чем было. Идет конкурентная борьба не только между туристическими фирмами, но и государствами. Что это возможно сделать, люди доказали на примере курорта Пицунда. В прошлом году курорт показал самый большой уровень. 27 тысяч человек было обслужено. Погашены все банковские долги, заплачены налоги в бюджет страны 51 миллион рублей. Собственная прибыль составила порядка 40 миллионов рублей. Чтобы поднять рентабельность предприятия, и что еще важнее, поднять имидж курорта, было принято решение с учетом прибылей, с учетом возможности привлечения средств от туроператоров, сделать реконструкцию, модернизировать 4 корпуса. Все, кроме голых стен, как говорится, заканчивая крышей. Напомню, что в этих корпусах все номера были без удобств. Нельзя допускать, чтобы в 21 веке такой объект потерял свой авторитет. Мы вышли к руководству страны с предложением о финансовой помощи, то есть подстраховать в случае необходимости, получить кредит в банке, которые обязались погасить в течение 2-3 лет. Руководство страны согласилось на этот проект, так как объект государственный, за что мы благодарны, а если точнее, за то, что поверили и доверили. Потому что вокруг этого объекта шли очень много неправдоподобных разговоров, что этот курорт надо снести, что деньги на строительство там распилят и так далее и тому подобное. Мы живем в одном измерении, вы тоже знаете об этом. Знаете что? Вот я так думаю, что если мы все это будем слушать и обращать на это внимание, то никогда ни к чему не придем. Каков результат? 1 июня был сдан корпус БЗИП. К 10 июня корпус Колхида, то есть заселены уже. К 23 июня, вот сегодняшний день это, сегодня заселяется Золотое Руно, и то потому, что последний этаж не был сдан, уже с 20-го он функционировал. И к 30 июня корпус Амра. Конечно, на этом пути было очень много препятствий и проблем, связанных с человеческим фактором. И одна из них, каждый раз срывали сроки поставки. Это российская очень известная дверная компания. Эти двери с карточными пластиковыми замками, обивочная доска в коридорах и плинтуса. Теперь в каждом номере душ.
туалет, кондиционер, холодильник, телевизор, интернет, пожарная сигнализация. И все туристы хотят доплачивать и жить именно в этих номерах, так как в остальных 3 корпусах есть номера еще без удобств. Это уже совсем другая рентабельность, другая экономика. Хочу подчеркнуть, номерной фонд остался тот же, и никаких сдвоенных номеров, как говорят, нет. Еще один момент. Во время строительства никто курорт не освобождал от НДС. НДС выплачен в полной мере за поставленную продукцию и товары в сумме более 20 миллионов рублей. Одновременно руководство курорта было принято решение отремонтировать существующий бассейн, который не функционировал 20 лет. Он будет приносить прибыль для всего курорта за счет мая и октября, удлиняя время сезона до 6 месяцев. Далее, к нам вышли с предложением, что в обмен на бесплатный ремонт бассейна, то есть делают его за свой счет, мы выделим им 35% части бассейна под дельфинарий. Дельфинарий уже показал несколько пробных представлений. Официальное открытие состоится до конца этого месяца. Про кого я говорю? Главными тягачами, инициаторами всего этого процесса, которые не спали, не ели и в прямом смысле тоже, которые сами нашли, вытащили проектно-сметную документацию, спланировали. Вы знаете, о ком идет речь. Это Курмази Даур Леонидович и его помощник Шакрыл Надар Иванович. Лично я их называю кризис-менеджерами. Ничего не боятся и отличаются решительностью, образованные и грамотные люди. Это не означает, что на этом все закончилось. Наоборот, все только начинается. Очень много работ впереди, хозяйство большое, и это градообразующий объект. Впереди в планах ремонт энергетического хозяйства, новый водопровод в город и ремонт канализационной трассы в Пицунде. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что без реконструкции, без понимания этого значения у нас не будет будущего. Идет большая конкуренция, и, к сожалению, мы не лидеры в этом соревновании. И надо приложить еще очень много усилий, чтобы прорваться в мир. Надо только глубоко верить в себя, идет борьба между старым и новым. Почему я заострил на этом внимание? Мы, государство, власть, не должны жить одним днем, мы должны видеть на несколько лет вперед. Первое, что мы должны сделать, изменить подходы и отношения. Начать с того, что уже сегодня бороться за каждого туриста. Добиться, чтобы с него ни один волос не упал в прямом и в переносном смысле. На всем пути следования в нашей стране, от границы, работников транспорта, водителей, до места прибытия и обратно. Понимание того, что ни одна отрасль экономики не дает столько денег в бюджет за такой короткий период времени. За 3-4 месяца летнего сезона в прошлом году в бюджет попало порядка 350 миллионов рублей. Еще раз повторяюсь, за короткий период времени. В предыдущие годы эта сумма была в пределах 200-250 миллионов рублей. Но помимо того, вот это самое главное, в денежный оборот от туризма по нашим оценкам заходит минимум 8 миллиардов рублей, которые оседают на руках у наших людей, у нашего населения. Правда, ненадолго, так как в течение года эти деньги опять уходят в Россию за стройматериалами, продуктами питания, но часть этих денег остаются в стране в виде построенных отелей, магазинов, кафе. Поэтому нам очень нужна стабильность в туристической сфере. Хотя бы 5 лет, чтобы люди стали на ноги. Надо помнить о том, что Абхазию знают как страну души. Именно это нас до сих пор держит и привлекает. Только в этом случае наше отношение принесет свои плоды и будет служить еще долгие годы. Чтобы появился свой турист. Сделать все, чтобы нам доверяли. Что не обманут, не украдут вещи, не будут останавливать на каждом посту ГАИ, не продавать некачественную продукцию. Конечно же, государственные механизмы работают по этим направлениям, но хотелось бы понимания граждан важности данного вопроса для страны. Сейчас мы привыкли к большим туристическим потокам из России из-за политических, экономических санкций, в том числе событий, связанные в Турции, Египте,
Но нам надо помнить всегда, что не всегда так будет. Законы рыночной экономики, закон конкуренции сработают рано или поздно. Но нам надо помнить, и мы обязаны быть к этому готовы и отреагировать без потери времени. Весь мир знает, что в Абхазии живет горстка людей, но этот мир знает и то, что это страна-победитель, страна патриотов и свободолюбивых людей. И когда кто-то из нас представляет нашу страну, принимает или провожает гостей, он должен выглядеть именно таковым. Всесторонне развитым, гостеприимным, доброжелательным и, безусловно, уважающим права и достоинства другого человека, особенно тех, кто приезжает к нам в гости. Это и есть самые крепкие связи и лучшие мосты, которые обязательно приведут к экономическому благополучию. Аккурортия туризме русских, как на Ашахт Кварезгара Азара дала шажвит, а министр Рауф Цимцба. Если я скажу, что летний курортный сезон набирает оборот, я думаю, что я буду прав. Турист только-то пошел. Но за это время, конечно, мы провели большую подготовительную работу. Это самая наша главная работа в нашей работе деятельности, это проведение учета налогоплательщиков. Она у нас проходит весь год, но особенно, конечно, перед летним сезоном мы особенно подводим еще раз себя, перепроверяем налогоплательщиков. Значит, результаты этой нашей работы сегодня уже очевидны. Деньги только-только вот пошли, НДС, вы знаете, имеет свой определенный срок. Значит, до конца этого месяца осталось там буквально 6-7 рабочих дней. Мы ждем поступления в бюджет Гагровского района до 30 миллионов рублей. Это, в частности, только от нашего НДС, от деятельности туристских фирм. А так, в целом, чтобы здесь, значит, руководство района, все были в курсе, у нас, значит, план в этом году, план, имею в виду бюджет Гагровского района, был увеличен на 50 миллионов. Сегодня мы идем с опережением. Динамика составляет, значит, мы планируем где-то вот на конец месяца будет поступление больше, чем в прошлом году, на 30 миллионов. Я считаю, что это неплохой показатель, учитывая, что летний курортный сезон только начался. Проблемы, конечно, они у нас всегда были, есть, но мы считаем, что мы теряем в таких направлениях нашей деятельности, так как это деятельность туристских экскурсионных фирм, которые занимаются туроператорской деятельностью, это перевозка пассажиров. И самое сложное в нашей работе, это здесь уже как-то подчеркивал глава администрации, сбор денег от сдачи жилья в наем. Это очень сложная процедура, вы знаете, мы ее собираем подворным обходом. Может быть, сама сумма, которая поступает в бюджет, незначительная, где-то порядка до 8-10 миллионов, но все равно уходит очень много на него времени. Не могу просто не отметить, пользуясь тем, что здесь Рауф Дюнька сидит, значит, мы на той неделе проводили эти мероприятия по сбору платежей. И вот в Ридзаве, значит, у нас произошел инцидент. Стоит гостиница 4 этажа, взрослый солидный мужчина вышел и не стал пускать наших инспекторов во двор. Еще что хуже, присутствие отдыхающих начал нас оскорблять. Это, я считаю, не по-государственному и даже не по-абхазски. Так не делается. Когда гость к тебе приходит, ты всегда его заводишь. Вот такие моменты часто бывают в нашей работе. Хочу пару слов сказать про наши здравницы. Ну, чтобы здесь правильно понимали руководители здравниц, мы, значит, в летний курортный сезон обычно не планируем проведение документальных налоговых проверок. Не будем проводить в этом году тоже. Но это не значит, что мы бесконтрольно пустим деятельность на самотек. Значит, что вы знали, вообще хочу, чтобы запомнили, прежде чем пускать на документальные проверки или тематические, нужно спрашивать у того, кто пришел, решение письменно. Например, наши налоговики без решения никуда не ходят. Решение должно быть подписано только руководителем инспекции. Так что, если к вам кто-то придет, огромная просьба спросить, что за орган он представляет, какая цель проверки и конкретно кто он такой. А еще лучше, если возьмете, вы отксерите решение, и пускай оно у вас находится. Министр Леонид Запшба. Принимаются конкретные меры по быстрому оперативному реагированию на жалобы и заявления граждан, прибывающих на отдых. Преступления, совершенные в отношении отдыхающих, будут расследоваться в сжатые сроки, а при необходимости создаваться оперативно-следственной группой из числа наиболее опытных следователей и оперативных работников. Во всех отделах внутренних дел курортной зоны разработаны планы единой дислокации и в границах обслуживаемых территорий расстановка и взаимодействие между ними и дежурными частями. Порядок контроль за несение патрульной службы ответственным от МВД и ОВД. На постоянной основе силами центрального аппарата МВД и ОВД проводятся рядовые мероприятия, затрудняющие передвижение криминального элемента и тем самым сложившейся вероятность совершения им преступных деяний.
Гагрский УВД, Гудаутский УВД, УВД города Сухум усилены опытными оперативными сотрудниками УУР, УКОН, УБОП и МВД Центрального аппарата. Блокпост Мишера, Кадор в целях пресечения массовой миграции уголовно-преступных элементов в районы курортной зоны усилены сотрудниками из числа оперативного состава Центрального аппарата. К началу летнего курортного сезона в целях более полного и качественного использования имеющихся сил и средств для решения задач по пресечению правонарушений в отношении отдыхающих, поддержанию правопорядка на улицах и общественных местах, экскурсионных маршрутах и объектах были внесены изменения и дополнения в штатное расписание МВД. Обсчевча медицину цхрара зыкъазара шейчкау отпихейт агубзерахчера министр Андзорго. За прошлый год мы Гагрскую больницу оснастили новым диагностическим оборудованием, завезли новый рентгенаппарат, флюорограф, аппарат искусственной вентиляции легких. Международная организация была завезена лаборатория биохимическая. Также мы поставили в Гагрскую больницу новый реанимобиль, одну скорую помощь. И вот в этом году уже поставили компьютерный томограф. То есть эта больница оснащена довольно-таки неплохо. Поэтому прошлый год мы отработали, в общем-то, без эксцессов, таких осложнений не было. Я думаю, в этом году наши коллеги из Гагрской больницы справятся с этой работой. Кадрами мы сейчас будем усилять их. И медикаментозное обеспечение буквально эту неделю поступит для оказания экстренной помощи для жителей Гагры и приезжающих. То, что надо сделать, это мы говорили об этом с главой города, это ремонт Гагрской больницы, оснащение, бесперебойный свет и вода. Обсчерта тупко функция лошара рейкуршера азара дала чажвей, а на плако амшинику функция директор хада Аслан Басария. Наша организация без помощи граждан самих, без помощи тех бизнесменов, которые на сегодняшний день работают и которые пытаются заработать на курортном сезоне, не справится. Бесспорно, у нас были очень большие проблемы в прошлом году. В прошлом году в центре города Гагра, многие из вас знают, что те мощности, которые по потреблению были, они были недостаточны. И мало того, кроме того, что они были недостаточны, то оборудование, посредством которого эти мощности транспортировались, оно, по сути, не могло обслужить эту территорию. По поручению президента Республики Абхазия эти работы проведены. В конце мая этого года работы завершены. И, в принципе, та линия, на которой у нас была нагрузка порядка 7 с лишним мегаватт, она разгружена на 5 мегаватт. То есть у нас существует новая воздушно-кабельная линия, которая может не только разгрузить центр города, но и в случае аварийных ситуаций на другой первоначальной линии запитать оттуда всю эту часть. То есть мы считаем, что это очень такие большие глобальные работы, они завершены. Но бесспорно основной, главной задачей и проблемой является то, что она с одной стороны является не проблемой, а в принципе это хорошая динамика, что появляются гостиничные комплексы, мини-гостиницы. Но тем не менее, обращаюсь к вам. Большая просьба обращаться именно в структуру, в местный наш филиал, обращаться в нашу организацию. Не прямо в момент наступления сезона для того, чтобы вас запитали электроэнергией, а в разы раньше. То есть принято решение построить гостиницу. Пожалуйста, обратитесь. Эта просьба, она связана, по сути, и для того, чтобы вам предоставить эти возможности. Есть еще и другая сторона медали, для того, чтобы в конечном итоге именно вам и была она доставлена, и вы смогли бы в сезон поработать. Потому что, когда обращаются к нам впритык, я хочу просто пару примеров привести. Существует улица. На улице появляются несколько гостиниц. Те мощности линии, которые питают эту улицу, их уже недостаточно для того, чтобы подать просто потребителям электроэнергию. Но вместо домов, мы знаем, появляются гостиничные комплексы. Конечно, мы все не против, это очень хорошо. Но тем не менее появляется нагрузка на существующие линии. Естественно, из-за того, что эта нагрузка появляется, все и жители, и бизнесмены, которые живут на этой улице или работают на этой улице, они остаются без электроэнергии. Поэтому очень большая просьба. Мы, конечно, очень жестко будем подходить к вопросу контроля и подключения нелегального, и к вопросу именно оплаты за электроэнергию. Потому что других ресурсов, честно вам скажу, у нас нет.
И поэтому, если мы будем друг другу помогать, мы точно знаем, что мы справимся со своей работой. Но когда приходят люди и говорят, мы построили гостиницу, и при этом затратили там 15-20 миллионов рублей, а за свет мы платить не собираемся, и вообще подведите нам эту электроэнергию бесплатно, ну такого не бывает. В современном мире это невозможно. Поэтому очень вас просим в этом отношении помочь нам тоже. Что касается курортного сезона, бесспорно, организация готова к проведению курортного сезона. Вопрос заключается чуть-чуть в другом. Там, где огромное количество нелегальных строений, там, где есть нелегальные подключения, без соответствующих документов, без соответствующих оплат, которые производятся в рамках постановлений и нормативно-правовых актов государственных, этих подключений не будет. Очень просим обратить внимание на то, что не получится здесь по-абхазски подходить к этому вопросу, не получится кого-то подключить, не получится локально с кем-то пообщавшись решить этот вопрос ни со мной, как с руководителем этой структуры, ни с нашими людьми на местах. Во всем остальном понятно, что проблем много, но тем не менее очень надеемся на то, что мы пройдем этот сезон, пройдем достойно. И в силу того, что у нас такая ветхость нашего оборудования, опять же просьба, насколько возможно, просим экономить электроэнергию, потому что это все сказывается на оборудовании. Оборудование это не только трансформатор, который ведет к вам, это еще и большие подстанции, и это, собственно говоря, магистральные линии. Действительно, те, кто выступал сегодня, кто-то больше говорил, кто-то меньше, но говорил о тех темах, которые заботят нас с вами, заботят каждого гражданина, проживающего в Гаграх, проживающего в Абхазии, ну и в том числе, конечно, руководство страны. Сделать все эти работы в одночасье очень сложно, тем более, когда действительно не только в самой Абхазии, а вокруг нас складывается очень серьезная обстановка. Обстановка не связанная с тем, что какие-то очень сложные процессы войны и мира, а экономические процессы, которые достаточно очень актуальны и проблематичны. Но нас не пугает эта ситуация. Мы находим возможности для того, чтобы решать многие задачи, которые стоят перед нашей страной. Действительно, если сравнивать ситуации прошлых лет, да, действительно, были определенные процессы, которые положительно сказывались на положении дел в Абхазии. Это финансирование из Российской Федерации. И сегодня это финансирование имеет место. Никто количественные объемы эти не уменьшал, но значение этих денег, как вы сами прекрасно знаете, далеко отличается от того, что вчера было еще. И поэтому нам приходится корректировать все эти работы, корректировать те объемы дел, которые мы предусматривали еще вчера. Теперь, что касается вообще в целом по ситуации в Гаграх, я больше особо, как говорится, не буду говорить об этих моментах. Я думаю, что нам нужно в первую очередь для того, чтобы бизнес и люди спокойно могли бы работать, создать условия меньшего количества проверок. Об этом мы говорили и продолжаем вести себя в этом русле. И будет сделано все для того, чтобы меньшее количество проверок со стороны всякого рода наших проверяющих структур было бы меньше. К этому мы идем. Раз в году достаточно проверить ту или иную бизнес-структуру. Все остальные месяцы года не мешать людям. Если мы говорим о том, что нужно платить налоги, то налоги должны быть понятны для людей. Количество налогов должно быть минимизировано. И об этом тоже мы активно говорили и в предыдущие месяцы, и в предыдущие годы. И сегодня ведется активная работа в парламенте. Есть соответствующие предложения, которые будут нацелены на то, чтобы бизнес мог бы работать спокойно, без всяких потрясений. Необходимо понять всем нам, что вот значительное количество объектов в той же Гагре остаются незадействованными. Взяли их в аренду, и по сей день эти объекты не работают. Стоят зияющими окнами, но подойти близко к ним невозможно. Это касается и объектов, которые взяты в аренду, и объектов частного характера. Пора понять, что дальше так продолжаться не может. Поэтому прорабатывается соответствующий материал, документы, которые позволят нам совершенно по-другому решать эти задачи. И никто не должен будет потом уже обижаться, когда в судебном порядке будут изыматься все эти объекты. Другого выхода просто нет. Хапшны ахалы алотхан или ма дачацдани айцотхан вы башу. Харе ахамцаз азги изыхацц.
Знаю ситуацию, связанную с континентом. Я последний раз предупреждал тех людей, которые готовы были начать эти работы, но пока по сей день ничего не сделано. Я вот ставлю вас всех в известность, если в ближайшее время не будет этих работ по этому континенту, континент будет передан государству, то есть администрации города. Просил бы учесть вот выступление руководителя Черноморэнерго и всех тех, кто непосредственно соприкасается с этими проблемами. У нас действительно очень сложная ситуация. У нас нет других пока альтернативных источников электроэнергии. Если мы с вами будем относиться так к этому процессу, через какое-то время у нас с вами не будет и то, чего есть у нас сегодня еще. Сфёхот, хайлыш карстаху, мчила, авентхару зыргылацу, хайлы бакару, псухуадза, мишемшар ада. Мы еще не ставили вопросы и не собираемся ставить повышение тарифов. Но те объемы недоимок, они значительны. Я уже сотни раз повторяю, мы готовы пойти на то, чтобы все предыдущие годы по долгам снять их. Но заплатите хотя бы за 2 последних года. Заплатите, как полагается. Иначе я еще раз буду вынужден заявить и дать соответствующие команды, вплоть до отключения электроэнергии по и объектам, которые работают в бизнес-структурах, в курортной сфере. У нас просто по-другому не получится. Людей оставлять, жителей оставлять без света мы не можем. Поэтому все те вопросы, которые поднимали здесь руководителем, должны быть выполнены. Понимаю хорошо, какая ситуация складывается по дорогам и по водоснабжению. Немало было сделано за все эти годы, но предстоит еще сделать больше, чем то, что было потрачено и финансовых средств, и тех объемов, которые были сделаны. Знаю, какое положение дел по Осечко. Проводится соответствующая сегодня работа по проектно-сметной документации по дороге. И вода, я вам обещаю, что будет тоже сделано. Никаких, как говорится, отступлений от наших обещаний быть не может. Но по дороге это будет первая задача, которую мы будем решать сейчас уже в этом году. Вопрос мусора. Тоже тема злободневная. Никто за собой, по большому счету, убирать не хочет. Если посмотреть ситуацию, которая сложилась и в Гаграх, и в Гудаутах, это критическая ситуация. В Гудаутах более 80 гектаров 7-метрового слоя мусора. И сегодня, когда ставится задача о том, чтобы этот мусор убрать, у нас возникают определенные голоса. Мы будем убирать этот мусор и ни у кого спрашивать не собираемся. Чтобы знали все. Что касается Гагры, уже через короткий промежуток времени на этой мусорной площадке, на этом полигоне начнется работа людей, которые проявили инициативу, за свои деньги начнут перерабатывать этот мусор и будут очищать практически весь Гагрский район. Я думаю, нам надо всем поддержать людей, которые будут заниматься этим, своим отношением к этим процессам. Просил бы еще раз нас понять, тоже, когда мы говорим о необходимости улучшения качества сервиса. Я понимаю, что в одночасье изменить положение дел в этом вопросе будет очень сложно. Но нам надо учить людей. Но помимо учебы, мы с вами всегда называли себя очень гостеприимными людьми. В чем заключается наше гостеприимство? В том, что мы повышаем цены на товары, на продукты, даем некачественный продукт тому же отдыхающему, и он завтра к нам не приедет. Давайте мы будем очень аккуратно относиться к этим людям. Просил бы обратить внимание, это касается и Гагры. Вы посмотрите, как быстро растет Гагра, строятся объекты. Но при этом вопросы канализационных систем остались на низком уровне. Я понимаю, что в глобальном таком смысле решить эти задачи мы пока, к сожалению, так быстро не можем. Но есть понятие септиков, которые продаются уже сегодня. Мы будем обязывать это делать. Если сегодня в Гаграх, Гудаутах, Сухум уже зарабатывают и неплохо зарабатывают, то нужно думать и о том, как обеспечить людей
соответствующей санитарно-эпидемиологической обстановкой. Надеюсь на то, что вопросы правопорядка, о которых говорил здесь министр, должны быть обеспечены. Наши сотрудники МВД, будет ГАИ, будет оперативные работники, должны знать, что есть закон, есть соответствующие требования, поведение самих сотрудников по отношению к людям, приезжающих к нам, и по отношению к нашим гражданам. Я думаю, что все здесь сидящие знают о том процессе, который предстоит нам 10 числа, референдум. Я слышу много разных разговоров. Последняя, как говорится, пресс-конференция, которая проводилась оппозицией, была нацелена на то, чтобы людям внушить, что власть будет противодействовать этому процессу. Ничего подобного. Если я подписал указ, то я рассчитываю на то, что все ведомства и сами люди поймут, что этот процесс узаконен, и никто не имеет права этому процессу противодействовать. Поэтому хочу, чтобы было понимание, право на проведение референдума дано, ЦИК и все ведомства обязаны создать все условия для спокойного проведения этого процесса. А вот что касается высказываний отдельных лидеров оппозиции о том, что президент выиграет только в том случае, если будет обеспечена явка на референдум и большинство проголосует против досрочных выборов главы государства, хочу заявить, меня не пугает результат референдума. Если моему народу нужно будет, чтобы я ушел, я спокойно уйду. Но от этого, наверное, лучше нам не будет. Референдум проводит не президент. Явка зависит от людей, готовых проголосовать так или иначе и поддержать в большинстве своем оппозицию. В целом же по данному референдуму я уже высказывал свое отношение не один раз. Теперь же после пресс-конференции, которая была проведена оппозицией, хочу еще раз отметить, не власть инициировала этот референдум. И было бы странным, чтобы глава государства поддерживал бы свою досрочную отставку. Я за эти практически неполных 2 года делаю свою работу открыто. Ни от кого ничего мы не скрываем. Да, есть определенные сложные проблемы. Я не могу сказать, что у нас все идеально. Но те, кто не пойдет с нами в ногу, уйдут. И потом спрашивать с руководства страны, я еще раз хотел бы заверить вас, времени пока еще недостаточно. У меня срок до 2019 года. За это время у нас будет возможность многое что изменить в нашей жизни. И это делается. Нравится это кому-то или нет. Многие, тем, кому это не нравится, сегодня пытаются мешать. Никому мы мешать не позволим. Вот это я вам точно говорю. Издывать загирила и шимадем хартагыла заша. Аха агураш сыргойд. Урустыла хархайзы казаша. Яхай джукенала царгер ходит из яхайтка. Акам заргацгам хацит. Яха джука и кугаланен шалё. Уанза сурков дзурджози. Хна по аца хлюет хан документ урустыла ахансоз. Аха нахазмиштваз яха сурковый. Я тогда зачем урустила харе, а ты я лачают яхдзава. Уимцхаро. Шай, уйцас хайдгла, вахи огерахи оге. Макяна ацге хайбыцмсыц. Яхта хогызацыко хаджла радзыкни оларц. Я халшер пипша тогда зачем. Гаграт меусуйт елцажеракна апсны ахада убасги иртак qayzet айзер яла хузрзараква